церкви в 2001 году. Мы пригласили его на домашнюю группу, после чего он украл магнитофон на домашней группе и пропал надолго. Он пропал надолго, пропал, наверное, лет на 8 или на 9. Да, нет, больше, наверное. Ну вот я в 2011 году только вернулся. За это время он успел жестко поколоться. Да, я был 3 раза в тюрьме за это время. За это время он был 3 раза в тюрьме. Каждый раз, когда я освобождался, я думал, что получится начать новую жизнь. Но каждый раз, когда я также пытался начать новую жизнь, все то плохое, что было во мне, естественно, находилось в среду обитания. Люди, которые находились рядом со мной, они, наверное, молились Богу, чтобы я куда-то делся. На самом деле было все настолько ужасно и настолько плохо, и, естественно, это так дальше продолжаться не могло. В силу моего употребления наркотиков в моей жизни появился ряд очень огромных и ужасных болезней. Так случилось, что меня парализовало полтела. В России, когда смотрели... После того, как прошло все это время, я все время спрашивал, как Олег, не собирается ли он в церковь. Вот. И в конечном итоге мы нашли его в больнице с ужасным диагнозом. Он умирал, реально умирал. У него была парализована половина тела. Он не мог сам ходить. Он полностью был лежачий труп. И надежды на то, что он выживет, не было никакой. И врачи, что тебе сказали врачи? Врачи сказали, что да, надежды нет никакой, гарантий никаких не дают. И вы знаете, вот это был самый-самый важный момент в моей жизни. Это было самое первое чудо, явленное Богом в моей жизни. Когда я лежал на больничной койке, я считывал свои дни, я услышал внутри себя реально голос, который сказал мне: обратись ко мне, я помогу тебе. Это был шок для меня. Я был настолько поражен и настолько удивлен, что сам Бог почтил меня тем, что сказал мне, что мне нужно делать. Естественно, я обратился к человеку, которого знал очень долгое время. Я знал, что он ходит в церковь, это был мой старый друг. Я обратился к нему и сказал: Саш, посмотри, я умираю, я ничего не могу сделать, я считаю дни уже. И он, в этот же день я молился в молитве покаяния и принял в свое сердце Иисуса Христа. После этой молитвы я опять попал в больницу, и уже в этот раз я начал стремительно выздоравливать после молитвы покаяния. Мои снимки МРТ, которые смотрели врачи перед этим на них показывались огромные отеки величиной с куриное яйцо. Врачи на них смотрели, и в этот раз, когда я лег 2 раз в больницу, они приходили брать снимки, когда спустя месяц, чтобы показывать их студентам, мол, посмотрите, какое чудо выздоровления произошло. Через месяц спустя у меня работала рука, у меня работала нога, я полностью восстановился, я начал нормально разговаривать. Это было просто удивительно, это было второе чудо, которое Бог провел в моей жизни. Сейчас Бог также продолжает являть свою славу в моей жизни. Сегодня человек, который не хотел учиться, который думал только о том, как обмануть кого-то, который думал только о том, как нажиться самому себе, никогда не думал о том, как сделать кому-то добро. Сегодня я опять учусь в школе, планирую о том, как получить высшее образование. Я учусь в Духовной Академии Иисус Навин, планирую в будущем стать пастором. Я сейчас сегодня вступил в общественный совет Киево-Святошинского района и учусь писать социальные проекты для того, чтобы служить этим Богу и людям. Вы знаете, это тоже просто потрясающе. Раньше меня бы даже никто не пустил на порог администрации. Сегодня мне звонят и приглашают приехать на общественный совет. Это просто удивительно, просто чудо какое-то. Также, помимо всего этого, Бог дает мне силы, Бог дает откровение, и я служу Ему. Я сейчас лидер группы порядка, я веду домашнюю группу, я вступил в капелланское служение. Бог дает новые откровения, новые идеи, новое видение. И я вот сейчас... Есть новое откровение по поводу того, чтобы начать в своем городе служение евангелизации. Я хочу его начать со своим маленьким другом Евгением. И мы вот решили, уже приняли решение, после этого мы начинаем. Вы знаете, я благодарен Богу, что я сегодня здесь стою перед вами. Я благодарен вам, пастор Андрей, за вашу систему, за ваше обучение, за ваше наставление для нашей церкви. Потому что система, в которой живет наша церковь, она подталкивает нас, она дает нам наставление, и это постоянно меня стимулирует чему-то учить новому, и я меняюсь реально на глазах. Я благодарен своему пастору, я благодарен моему лидеру, я благодарен всем тем людям, которые вложат в меня душу. Потому что те люди, которые знали меня раньше, они думали, что это какой-то, что это какой-то аферизм, какой-то развод опять новый. Прежде чем я вот пришел с больницы, они думали, это опять какая-то шутка, какой-то развод, что не мог человек, который был ужасным, вот стать таким добрым. Братья и сестры, давайте дадим Богу славу, потому что наш Бог – это Бог, который творит чудеса. И из него лежачего, он действительно, я видел его, он не мог ходить, у него было парализовано полтела, он реально не мог ходить. Врачи поставили ему ужасный диагноз, и он считал дни, когда он умрет. И в это время он позвонил лидеру
руководителю нашей домашней группы, его лидеру. И ребята начали ездить к нему в больницу. Они даже подходили ко мне и говорят: пастор, а что ему говорить? Ну, мы смотрим на него, он трупку, он лежит просто. Я говорю, просто верьте в него. Просто говорю, даже если он покается и пойдет, и Бог заберет его на небо, его душа будет спасена. Спасибо. Потому что в него, когда мы смотрели на него, что он лежал, в него трудно было верить, что Бог поднимет его. Я говорю, просто верьте в него, и пускай он просто начинает читать книги пастора, Слово Божие, и Бог восстановил его сегодня больше, чем мы ожидали. Полон сил. Я сегодня готов служить Богу. Я сегодня иду вперед. Это просто слава Божья. Аллилуйя!